Рамзан Кадыров с соратниками приехал в Гилдаган после дневной молитвы. К этому времени собравшихся так много, что на территории рядом с мечетью не осталось свободного места. Глава республики сразу направился к родственникам Юсупа Темирханова. Как полагается в таких случаях, сначала было прочитано дуа с мольбой об упокоении души усопшего, а после состоялось общение, в ходе которого Рамзан Кадыров подчеркнул, что, как и он и заявлял все предыдущие годы, считает приговор суда несправедливым. Отверг Кадыров и слухи о якобы насильственной смерти. Магомед Даудов родился и долгие годы жил в этом селе, знаком с семьей Темирхановых, и не случайно, что благодарность за визит главы республики выразил именно председатель парламента. Кроме того, Даудов призвал не пытаться заработать на этом траурном событии политические очки и не делать из похорон шоу в социальных сетях. بركل ديرز أو نرجع أزوجه تاخذ بعض يعني هنا رمزان أو يرد قاشنا يوسف حجولش نادي يعني هم مصر ما خوش له خيجع يعني هم بركل ديرز بوش رمزان ديرز غليلهم دارشيد دينا ها فكرت على لاتش دكتور ده وقري حلو ده أنا ديل وقال ديل كوربانس ده أحمد حجباني يورس ليلين نقبان وكيف يشتغل من يسخوش رباطة بدوام ومسألة ديون هوش دكتور طبعا ديون يكانت ديون يورت يوس باش وكيف كاش وديون وتصغر يعني من يسخوش ده الرئيس ليلون ده شيء ده رمضان قصة ديون كون يحكي عن بوك ليرن بوك ديون محتاجة مو أول محتاجة ديون محتاجة باتش خلجوك ديون كون ليرم بيع ديون بدوق يتسع ونيا دوق يتسع ديرس ديون ده بيشتكي دين دون يعبران ده ما بعيطاش بدور تقوش بدون يما الموسى ده بيشتكي ده مو العويل دون وين لقى دون يقدر هم وين دوزا دوش بطلع بقدوش بطلع دون كتن دون شوية بالا بيا ده دون شن دون ناس دقيقة دون ويتن دون ده دي شوية دوش مش هذا دقيقة ولا بركة ديرس ولا دون هو دون دكتور دون تعادل كدوار واشكي بردون ونخشي أكثر بقوم سلريش قاعد يروح ده سو دكتور قاعد يقدر تبيع دون ده مو دون تغنى يوسف بيركت دلك دكتور ناخوشي جنجي دكتور ناخوش كتتغنى وقاعد دون مسألة دون يوسف ونخشي خوشي بال مشكلة جيتا جيتا دلع دون يو دون صديقة دون همش دون
Sheshe on the European Diana Gazer, you have wished this one. I hope all the ballots are used in the Yapoyop, I use me swim to the other, I use band, that's a pollution. That's all it's at I choose a value stand on, or way Boston, to not politically deals an abu, as well Selam Shabaris, that's not. Soon finish that's not. Adam Dawn, the последний вот он так вот сюда. Вот эти связи уж мы удалим да речь, а так не надо он. Акшенше Луиса я уж that's not. Да иман собой. Уже покидая похоронное собрание, глава республики вместе с адвокатом ответил на вопросы журналистов федеральных и местных телеканалов. На самом деле, как вы знаете, совершенное преступление Буданова. Ну, это не только преступление для нас это для всего народа оскорбление. Это по закону Российской Федерации тоже преступление, по религии исламу тоже преступление. Но тот факт, что сегодня уже покойный наш Юсуп, он до конца подтверждал, и его защищал адвокат, что он не причастен к этому убийству, что он не был тогда на этом месте, что незаконно судили его, незаконно был осужден. И сегодня определенный народ, контингент, хочет, так сказать, делать политику из этого. Я сегодня приехал на соболезнование, сказать свое слово родственникам и всему, даже чеченскому народу, всем. Я говорю, что незаконно судили, посадили, и он умер. Его не отравили, его не убивали. Смерть настигла по воле Всевышнего. Если Юсуп это сделал бы, он сказал бы, он не избегал бы, он сказал бы, что я за это сделал. А он последнее слово, мы его помним. Я не был там, я не причастен. Имейте совесть. Вот это его слова. Поэтому люди показывают, что мы не позволим оскорблять, унижать. И для нас самое святое – это женщина, мать, сестра, дочь, сноха. И мы этому будем придерживаться. Это наши обычаи, традиции. Обычаи, традиции никто не отменял. Никто никогда не отменит. Поэтому мы призываем всех, чтобы не сделали из этого политику. Глава республики убежден, дело было сфальсифицировано. Тем более Темирханов в ходе двухлетнего судебного разбирательства ни разу не признал своей вины. Более того, утверждал, что даже не был на месте преступления в день убийства Буданова. Такого же мнения придерживается и адвокат. Я могу со всей ответственностью заявить, что это уголовное дело от начала и до конца было сфальсифицировано. На самом деле у нас еще есть другие дела, которые мы на все 100% уверены, что наши ребята не причастны к убийству того или иного, не знаю, политика или другого, третьего, десятого. Но даже двое сотрудников Министерства внутренних дел по Чеченской Республике уже 2 года судят их. И абсолютно нет никакого доказательства. Нету, не знаю, откуда-то воля, справедливость, чтобы сказать, они невиновны. И когда их задерживали, совершали несколько преступлений. Об этом никто не говорит. Есть факторы, которые присутствуют в правоохранительных структурах. У них есть и национальные, религиозные видения, что если он чеченец, если он кавказец, то он виноват даже в том, что никогда он даже не подумал об этом. Мы будем призывать, если мы граждане России, то нам должны относиться как к гражданам России. Если где-то там совершает преступление, то не называет национальность, религии. Если он с Кавказа, в частности, Чеченской Республики, сразу, чеченец того или Грозный, Кадыров, Чечня, все остальное. Есть определенные проблемы, которые до сих пор существуют. Есть люди, которые до сих пор живут и питаются иллюзиями. Поэтому мы призываем их, чтобы они больше соблюдали законы Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, и чтобы они принимали нас как граждан России. Мы за это проголосовали. Это воля нашего народа. Поэтому Юсуп, это мы считаем, он жертва. И дальше будем добиваться справедливости. Мать больная, сестра. И если его последнее слово мы слышали, я не был там, я не виноват. Зачем
дальше говорить об этом. Сегодня десятки тысяч людей приехало, и особенно наши европейские там направления делают из этого политику, там туда, сюда, третий, десятый, там, ну, это ерунда все. Мы говорим все, да, Юсуп, я со слов его друзей, родственников знаю, он был действительно настоящим мужчиной. Им можно гордиться. Но тот факт, что в этом преступлении он, как его адвокат до сих пор утверждает, он не был виновен. Поэтому у него были веские доказательства, что он не причастен. И сегодня мы тоже говорим, что мы хотим равноправия, справедливости. По словам родственника, с самого начала судебного процесса и до сегодняшнего дня Рамзан Кадыров оказывал всестороннюю поддержку семье Темирхановых и держал под личным контролем ход дела. Родной дядя погибшего Ваха Темирханов в очередной раз отвергает все обвинения в адрес Юсупа и говорит о его невиновности. Рамзан Ахматович, цена остребу. Дох дерез гла арсунцан. Сай царх сайгагич царх сайюрт хвас царх дох дерез гла арсун. На ослда да мадинаду хай хойс набу ака ишна осл санге дегер хиладат. И дадол ждин да будана вин бохом да телят садат дала жимо ждин да халқы шхана баги хаж варизат халлек сагвод даш да сар гома да сар ака диктария на осл дария ламз барга дош халқы оқиды иштканта итепом да ишел шудоци хатон дична. Лук дина алат халлек садгазатина базаятер Садин халардуй доказатель база ёша доказатель база предоставляю шума халлица той гладуш тагвацах то хэшваца саликсада. О том, в каких условиях отбывал наказание родной племянник, Ваха Темирханов знает из первых уст. Активно тиражируемые в соцсетях мнения о якобы насильственной смерти Юсупа он называет несостоятельными и просит прекратить распространение недостоверных сведений. Тем более, что спекулируют на этой трагедии люди, которые ничем не помогли Юсупу Темирханову в то время, когда он нуждался в поддержке больше всего. حيزينية هاردنية وجدنية بس حلت أترويت سوينا حيزين هم عادات يبقعتن هم عادات شيء عاجل سوالر نستلتنا قوي بتش باندرشة رمضان أخماج باند تان تقاشر نستلي إدعوالر نستلي دق داق على تق. Ваха Темирханов еще раз призывает прекратить спекуляции на эту тему, поскольку в этой истории для близких погибшего не осталось темных пятен. Саму отрывать виноват, саму виноват из-за ища дел ожился, валер дистела, окточ публикат шат, газет, шта интернет, та масу ما يعرش, مسير دق ديخر دقشك دوي, أتعرش دوي. تانا هون تبريتيش كأغوت سليوخ دوي, هو تحكروش شاشة, دوزي تاتغرش دوي. Еще со вчерашнего дня в Гилдагане небывалое нашествие, многокилометровые пробки на дорогах и колонны людей буквально наводнили село. Здесь, в знак солидарности с семьей погибшего, открыты ворота почти у каждого сельчанина. В доме Темирхановых физически не хватало места, чтобы принять всех желающих. Похороны решили перенести в центральную мечеть. С раннего утра здесь слышны звуки зикра, а количество людей с каждым часом становится все больше.
А тем временем в аэропорту Грозного приземлился специальный рейс из Омска, организованный региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. Как только стало известно о смерти Юсупа Темирханова, руководством республики сразу были предприняты все необходимые меры для скорейшего возвращения тела погибшего домой в соответствии с нормами ислама. Специальный рейс из Омской области приземлился в Грозненском аэропорту в 14 часов 40 минут. Отсюда траурная процессия отправилась в Гилдаган, где у сельского кладбища в ожидании похорон скопились тысячи верующих. Хамзат Батукаев, Шамиль Саламов, Юнадий Резиев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.